Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала и меня. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего любимого человека и узнаем, что сейчас происходит в его жизни, что происходит с ним. Может быть, чего-то не знаете, не замечаете. Вот детально посмотрим на все аспекты его жизни именно сейчас. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, спросите, задайте ему вопрос, что происходит с тобой, что происходит в твоей жизни. Я думаю, что все уже настроились. Давайте будем смотреть. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Мужчина очень запутался. Мужчина запутался в своих мыслях, в своих чувствах, в своих желаниях. Он не видит будущего. И прошлое какое-то тяжелое у него за спиной стоит. Какая-то каша у него сейчас в голове. Не только в голове, но и в сердце, на душе каша. Мужчина недавно пережил какое-то разочарование, ужасное разочарование в каком-то человеке. Ну вот просто как глаза открылись на этого человека, и он испытал шок и боль. Да, потому что человеку этому он верил, доверял, надеялся на этого человека. Здесь, знаете, как отыграется? Могли его очень подставить, подвести, ну, либо, знаете, как кинуть даже, да, могли. Вот, сейчас он постоянно об этом думает. И ну прям до дрожи, понимаете, до слез. Вот и обидно, и непонятно, и злость идет. Ну, тут либо на работе что-то произошло, прям такое ужасное, либо в семье, если мужчина не свободен. Да, от самых близких, как будто бы в спину нож получил. Девчонки, у кого-то отыграется, что мужчина на этой почве нервной, да, на этих переживаниях, он может даже физически приболеть. Ослабленная идет энергетика, разочарованная такая, тяжелая. Он может действительно вот прям слечь. Какого-нибудь там веруна поймает, либо ну, вот какие-то проблемы даже могут быть там с давлением. Как-то вот отразится это на его здоровье. Может быть, проблемы со спиной будут, да, тяжесть вот эта, которую он сейчас на себе несет. Проблемы явно у него будут по здоровью, либо уже начались. Да, ему тяжело, девочки, ему очень тяжело. Что-то вот прям пошло вразрез его ожиданиям. И мало того, что не исполнилось, так еще очень больно его ударило. Значит, смотрите, если мужчина не свободный, здесь идет полное разочарование в той женщине, с кем он находится, проживает на одной территории. Что-то он о ней узнал, либо про нее узнал, либо что-то она там сделала, сказала, неважно. Важно то, что он полностью разочарован, он чувствует себя ну, действительно каким-то преданным, такая половая тряпка, в которую ноги вытерли. Может быть, там еще какие-то иллюзии он питал, там утешал, что они там друзья, что они какая-никакая, но семья, да, но все, это все рухнуло. Глазки-то открылись. Может быть, она даже не верна ему была, понимаете? Может быть, она там ему развода не давала, да, например, там била на детей, что вот, ты что, у нас же дети, как же так, боже мой, и прочее, прочее. А он ее поймал, например, на измене, что она с кем-то там общается. Либо она могла даже, девочки, воровать. Воровать, деньги воровать, может быть, какие-то там ценности. Вот, он это все поймал.
И теперь ему, ну, прям отвратительно это все, отвратительно, он не знает, что с этим делать. Как дальше вот вообще с ней там общаться, да, как поступить правильно, идти там в полицию на нее заявлять, либо сразу идти там в ЗАГС разводиться. Либо, знаете, как женщина могла еще какой-то шантаж ему устроить. Может быть, он хотел от нее уйти, что-то ей сказал, а она ему говорит: а я тебе без трусишков оставлю, я про тебя то знаю, вот это то на меня оформлено, пойдешь по миру. Вот, и он такой в шоке, как так, да, как так. Ну, тяжело, ему очень тяжело. Если мы говорим про работу, ну, тут явно его подставили, обманули, обвели вокруг пальца. Причем человек, которому он действительно доверял, на кого он надеялся. Очень жестко с ним могли поступить, и он теперь, знаете, как и потерял то, что имел, еще, как говорится, должный остался. Да, либо у кого-то даже отыграется, что мужчина под какую-то ответственность попал. Может быть, теперь придется с законом разбираться, там, доказывать, оправдываться, там, объяснять, да, что он ни в чем не виноват. Очень тяжело. Однозначно, мужчина сейчас очень разочарованный. Я так понимаю, что у вас либо контакта нет, либо мужчина как пропал. Ну, либо ведет себя очень закрыто, с него слова не вытащишь. Больше, конечно, похоже, что вы сейчас не общаетесь. Либо последние несколько дней у вас общения нет. Просто исчез. Вот исчез и все. Если что-то вам там отвечает на сообщение, на звонки, ну это так одна фраза, да, ну максимум две. И то очень короткие. Типа мне сейчас некогда, перезвоню, либо потом созвонимся. Вот. И вы очень сильно переживаете, думаете, что с ним происходит. Плохо ему, девочки. Ему сейчас очень и очень плохо. Помочь вы ему не можете. Вот сразу, да, вот прям вопрос чей-то услышала. Как я могу помочь? Никак. Единственное, что вы можете сделать, это за него помолиться. Ну, либо дома посидите, помолитесь, так мысленно к Боженьке обратитесь, попросите, чтобы у него поскорее его проблемы решили, чтобы ему здоровья хорошего дали, чтобы дали ему сил выпутаться из той истории, в которой он сейчас находится. Если есть возможность сходить в храм, закажите на него службу за здравие, как за больного закажите. Ему это поможет. Даст ему сил, даст ему энергии. И я вижу, что вы девушка непростая. Я вижу, что у вас сердце очень доброе. И человек вы такой прям кристальный. Нет на вас ни говна, ни грязи. И вы прям себя бережете в этом плане. Очень порядочная вы девушка. Поэтому ваши молитвы, ваши запросы Боженька услышит и поможет. Кстати, девчонки, вот чтобы вы понимали, мужчина, на которого вы загадали, он думает о вас. И вот эти мысли о вас, они его поддерживают, действительно поддерживают. Если бы вас не было в его жизни, если бы вы были незнакомы, там, не общались, ну, здесь мужчина мог бы, я не знаю, то ли в запой уйти страшнейший, у кого-то мужчина мог вообще что-то с собой плохое сделать. Да, вот прям жуть могла бы произойти. А вы его спасаете, потому что вы есть в его жизни, потому что он знает, что вы ждете, что вы любите, да, что вы надеетесь, что вы переживаете за него. Вот что происходит. Так что, девчонки, вы ему все-таки как жизнь спасли, понимаете? Вы спасли ему жизнь. Знайте об этом. Он-то об этом знает. Он-то понимает, какую роль вы сыграли в его жизни и играете. А вы нет. Вы почему-то думаете, что он от вас отворачивается, что он от вас отказывается, и что вы ему не интересны. Вы ошибаетесь. Вы ему очень нужны и важны. Просто он не может вам сказать всю правду, он не может вам рассказать все как есть. Он бережет ваш покой и не хочет вас травмировать. Вот так, девочки. Да, может быть, он не прав, что он не может подобрать правильных слов, либо как-то вот просто с вами поговорить, чтобы вы не переживали. Но тем не менее, все, что он делает, идет как защита вас. Защита от негатива, от негативной информации. Так, что еще происходит? Ну, смотрите, в ближайшие дни у мужчины будет очень много дел. Он куда-то будет ездить, какие-то документы носить, либо куда-то
отъезжать, приезжать, какие-то вещи собирать, либо что-то вот он будет собирать, какие-то чеки, может быть, не знаю, расписки, может быть, какие-то банковские выписки. Будет заниматься с какими-то документами. Ему вообще будет не до вас. Слушайте, вы его пока не трогайте. Вот не трогайте ни физически, ни телефонными звонками, там, смс-ками. Просто дайте ему время. Как только он разгребется, как только он справится, он сам первый выйдет на контакт. Вы ему напишите, что если тебе нужна помощь, рассчитывай на меня. Я всегда на связи. То есть дайте ему такой месседж и все. И просто ждите. Это вот прям идеально будет. Если вы начнете, скажем так, искать встречи, если вы начнете его там с пристрастием допрашивать, девчонки, он может даже и на вас сорваться. Не желая вас обидеть, он может там и прикрикнуть, и как-то себя некрасиво повести. Чтобы вы не поругались, чтобы вы не рассорились, просто дайте ему покой. Он будет разбираться, и он разберется. Я вижу, что какой-то человек ему на помощь придет. Вдвоем, потихонечку они порядочек наведут. Пусть не полностью, пусть где-то вот даже у кого-то мужчина будет как платить, да, расплачиваться за вот свою глупость, за свое чрезмерное доверие. Но тем не менее, это для него тоже такой достаточно серьезный урок, житейский урок, который он проходит. Вы видите, вот они его проблемы, вот она его ситуация, а вы стоите особняком. То есть вы не должны туда влазить, и он вас туда не пустит. По той причине, что он вас бережет. Вот. Не думайте, что он мне не говорит, потому что не доверяет. Нет, девочки, нет, не по этой причине. Когда все закончится, когда все там устаканится, решится, он вам все объяснит, он вам все расскажет. Кто думает, что мужчина изменяет? Вот вижу, что кто-то думает, мужчина изменяет. Ничего он вам не изменяет. Господи, когда ему там изменять? У него столько проблем, у него столько забот, у него, понимаете, душа разрывается и плачет. Куда ему изменять? Девочки, нет, даже не думайте. Если вдруг вам кто-то там что-то сказал, намекнул, либо какая-то там информация пошла, то обман. То обман, там правды нет. Вот. Не накручивайте себя. Займитесь собой, займитесь своей жизнью, своим здоровьем, я не знаю, займитесь своими какими-то интересами. Просто немножечко переключитесь с мужчиной. Время пройдет немножечко времени, и все у вас наладится, все устаканится. И мужчины, конечно, наладится. Кстати, он с этой историей долго будет выбираться. Но вот самый главный удар, вот он переживает именно сейчас. Как только он переживет эту первую ступень, дальше уже будет проще. Вот. Дайте ему, пожалуйста, время. Молитва. Вот ваша молитва – это лучшая помощь. Да, девчонки. Проблемный человек. Видите, лежит человек, на груди у него такой огромный камень. Это его состояние именно сейчас. Такое тяжелое состояние. А видите, головой-то все равно к вам тянется. Именно к вам тянется. И, девочки, кто может быть, вам такой совет дали, да, либо такая мысль пришла, что мужчину там типа спровоцировать, там какую-нибудь там фотку запостю, либо с каким-нибудь там другим мужчиной, как пообщаюсь, да, чтобы он узнал. Ни в коем случае этого не делайте. Представьте, как ему сейчас плохо, как у него все там рушится. Просто на глазах, да, в пепел превращается. А вы тут еще подкинете ему такую бомбу. Не надо. Просто запретите себе об этом думать. Ни в коем случае этого не делайте. Это его убьет. И если, например, он сможет сдержаться, там, не уйти в запой, если вдруг еще и вы как-то от него отвернетесь, либо какую-то вот ревность вызовете, точно пойдет и будет пить, даже если он у вас совершенно и не пьющий. Вот. Девчонки, не калечите его психику, просто помолитесь, попросите за него, дайте ему время, он сам совсем разберется. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.